на самом высоком уровне. Чрезвычайный и полномочный посол Китайской Народной Республики в Кыргызстане Лю Цзяньпинь в беседе с журналистами особо отметила государственный визит президента Садыра Джапарова в Китай. По ее словам, лидеры подписали более 20 соглашений по ключевым направлениям сотрудничества. Одной из главных тем обсуждения также был проект железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Для строительства этой дороги там примерно 500 километров, такая длина. Конечно, большая сумма инвестиций. Но это трехсторонний проект. Конечно, только между тремя странами вместе договариваться, как обеспечивать финансирование. Я думаю, что работа будет успешна. Также посол отметила важность сотрудничества наших стран в области безопасности. По ее словам, стороны продолжат совместную борьбу с такими преступлениями, как отмывание денег, контрабанда наркотиков и оружия, киберпреступность, транснациональная преступность, экономическая преступность, трансграничная коррупция и нелегальная миграция. Укрепление сотрудничества между двумя странами в таких областях, как безопасность, правоохранительная деятельность, оборона и разведывательная информация. Стороны продолжат совместную борьбу с тремя силами зла, в том числе с исламским движением Восточного Туркестана. Укрепляется практическое сотрудничество в области предотвращения стихийных бедствий и ликвидации их последствий. Также посол отметила, что между Китаем и Кыргызстаном будет больше авиасообщений. По ее словам, с каждым годом растет количество туристов. Только в прошлом году нашу страну посетили более 100 тысяч граждан Поднебесной. В прошлом году туристы из Китая сюда, там примерно 120 тысяч, если я не ошибаюсь, вот цифра. И, конечно, то есть между нашими компетентными органами тоже идет активная работа по предоставлению больше удобства для простым людям. Вы посмотрите, на этот раз мы подписали соглашение о групповом туризме. В рамках госвизита президент Садыр Джапаров посетил горнолыжный курорт Ябули и заявил, что в Кыргызстане власти построят такой же. В свою очередь посол Лю Цзяньпинь отметила, что у Кыргызстана есть потенциал для развития зимнего туризма и добавила, что Китай готов к совместным проектам в этой области. Как представитель Си Цзиньпин говорит, что лед и снег – это тоже золотые и серебряные горы. У двух стран есть широкие перспективы сотрудничества в этой области. И мы верим, что у Кыргызстана будут новые золотые и серебряные горы. Эксперты отмечают, что отношения двух стран действительно вышли на качественно новый уровень, чему способствовало достижение договоренностей по крупным инфраструктурным проектам. Также, по их словам, в рамках инициативы «Один пояс, один путь» Китай стремится создать благоприятное внешнеэкономическое и внешнеполитическое окружение, что совпадает с интересами Кыргызстана. Те цели, задачи, которые заложены, они носят достаточно такой программный характер. Они созвучны тем инициативам Кыргызстана, которые были выдвинуты еще в 1996 году и закреплены в 3 внешнеэкономических концепциях Кыргызской Республики. Поэтому здесь противоречий нет. Более того, те мероприятия, которые предложены, они в принципе созвучны национальной стратегии устойчивого развития Кыргызской Республики и целям устойчивого развития Организации Объединенных Наций. Политолог также отметил, что Китай постепенно открывает свои рынки для кыргызстанских товаров. 6 февраля были подписаны протоколы по экспорту фасоли, шерсти, кашемира, мяса птицы и субпродуктов из Кыргызстана в КНР. Кыргызстанцы активно осваивают рынок уже Китая, Китайской Народной Республики. Надо понимать, что когда говорят стратегическое сотрудничество, это не значит, что сотрудничество по всем параметрам. Идет сотрудничество по тем направлениям, которые представляют взаимный интерес и взаимную выгоду двум сторонам, двум странам. Если такого интереса нет, то реализация работ в этом направлении не будет. По итогам беседы с журналистами посол акцентировала внимание на 3 главных принципах, выдержанных во время визита Садыра Джапарова. Первое. Уделенное главами 2 государств повышенное внимание развитию кыргызско-китайских отношений. Второе. Глубокая дружба между народами 2 стран. И третье. Высокий уровень и уникальность кыргызско-китайских отношений, всеобъемлющего стратегического партнерства в новую эпоху. Эрмек Уренкеев, Мермек Чуспекулу, ЛТР, Бишкек.